Как вы думаете, что будет в случае, если Рамзан Кадыров, ну, скажем так, тем или иным способом отойдет от власти? Алексей, я с вашими коллегами говорил на эту тему неоднократно. Это же уже длится история почти 2-3 года, да? Я имею в виду, вот его хоронят, его меняют, его подменили, преемники. Эта история длится уже 3 года. И мое отношение к этому, вообще, если даже это завтра его не станет, факт, что он болен, это действительно он болен, и, видимо, тяжело болен. И есть беспокойство, что его может в любое время не стать. Наверное, есть беспокойство у Путина, потому что все, что он выстроил в Чечне, все, что он выстроил в Чечне, оно как бы замыкалось на Кадырове, на его фамилии, на его семье и так далее. Потому что вот нужно учитывать, нужно знать ситуацию. Вот Чеченская республика и чеченский народ, он сам по себе, Кадыров с Путиным, они сами по себе. Да, Кадыров периодически высказывает свою личную преданность Путину, и за это он получает колоссальные средства. То есть, на самом деле, без преувеличения, ежедневно вот за эту личную лояльность Путину, Путин Кадырову платил миллиард с лишним рублей. Каждый день. Миллиард с лишним рублей. Это не мои там домыслы или это самое, это факт, который говорит сам по себе, что вот даже федеральные так называемые российские власти, они подчеркивают бюджет на республику. Это 360 с чем-то миллиард долларов. Миллиард рублей. 360. Это получается на каждый день по миллиарду рублей. Чтобы это было понятно для наших зрителей и слушателей. Ну, а вот относительно теперь вашего вопроса, что происходит, что произойдет? Ровным счетом ничего не произойдет. Вот Путин завтра может объявить там главой этой республики, ну, свою собаку, скажем так, да, вот просто чтобы вообще было понятно. И все останется как есть. До тех пор, пока сохраняется вот эта система и режим России, вот, сохраняется путинская система или российская система во главе с Путиным, которого они поставили, ничего не изменится ни в Чеченской республике, ни в самой России, ни в отношениях Украины и России. Ну да, ГУР, они имеют информацию, они наблюдают за всем, что происходит и в России, и в частности в Чеченской республике, потому что с самого начала российской агрессии против Украины Чечня была как бы поставлена на первый план Путиным и пропагандистами, что ничуть ли сама Чечня и объявила войну Украине, чеченцы приехали забирать Зеленского, чеченцы должны были наводить ужас на украинцев, 70 тысяч выстроенных там головорезов Кадырова, это все это был фейк. Но на самом деле при пропагандистском отношении это был очень хороший прием. Потом даже так называемые хорошие русские, находясь в Европе, попытались объяснить, что воюют не русские с украинцами. Русские не могут убивать украинцев, а это вот делают нацмены. Там Чувашия, Якутия и кавказские народы. Вот они, вот им сподручнее убивать. Это была часть вот этой программы, которую Путин в последующем рассчитывал на то, чтобы снова полюбить украинцев и заявить о том, что украинцы и русские – это один народ. И вот в этом отношении Кадыров играл очень большую роль вот их пропаганде в войне. Ну, и поэтому украинские спецслужбы внимательно отслеживают ситуацию, что происходит в Чечне. А на самом деле в стратегическом отношении, Алексей, от того, что они его поменяют, ничего не изменится. А, Но свободолюбивый народ, народ, который долго боролся за свою независимость и фактически ее выборол, если бы не предательство, и если бы не вот эта русская особенность не придерживаться договоров. А, И он не будет бороться за собственную независимость или настолько подавлены все эти процессы, что это невозможно? Алексей, дело в том, что вы сказали свободолюбивый народ, безусловно, вот, всю историю последние 500 лет она проходит в борьбе
за свободу и независимость. Просто чеченцы ментально так устроены. Просто даже приветствие у чеченцев, приветствие чеченцев, когда друг друга встречают или провожают, говорят «Маш вовел», приходи свободный. «Маш войл», иди, уходи свободным. Это не просто для чеченцев. Для чеченцев это их суть, это вот это образ жизни, это сама жизнь, свобода. Но дело в том, что вот этот свободолюбивый народ 30 лет назад, весь мир его предал. Не то, что в последующем появились там Кадыровы, которые начали служить российским агрессорам. Коллаборанты, они всегда есть, были и будут. До тех пор, пока будут проходить захватнические войны, коллаборанты всегда найдутся. Они в Украине, сколько их, да, мы же да, по сей день, по сегодняшний день мы с ними боремся. И я говорю мы, потому что я в большей степени сегодня с 22 года я нахожусь в Украине и в Киеве. Поэтому все, что мы делаем, оно напрямую связано с тем, чтобы отразить российскую агрессию, чтобы Россия проиграла войну в Украине. Только это может дать шанс нашим народам. И только поэтому вот этот свободолюбивый народ, который был предан в свое время всеми и вся, и принципами, нормами и международного права, и соседями, и бывшими союзными республиками, которых мы жили в долгие годы в одной стране и считались братьями. Но все нас предали в этом. И поэтому сегодня, пока существует Россия вот в том виде и в тех границах, которые она есть, да, и вот с той идеологией, с пропагандой, конечно, мы не намерены менять что-то, потому что нас предадут просто два счета. Вот Россия никуда не делась. И любое восстание, любое вооруженное сопротивление без каких-то политической поддержки извне, без конкретной политической составляющей, которая будет гарантирована так же, как украинцам вопрос, когда идет о гарантиях. Мы же сейчас что делаем? Да? Мы ведем войну, Украина ведет войну, и в то же время Украина ведет интенсивные переговоры по обеспечению Украины после завершения этого этапа. Да? Потому что, как вы сказали, мы знаем, с кем мы имеем дело. Это Россия. Что договориться, что остановить, что начать войну. Всегда прерогатива начинать и останавливать войны, эта прерогатива была России. И она сегодня никуда не делась. И все будет зависеть от того, какие гарантии получит Украина. И вот у нас тоже встает вопрос, какие у нас гарантии, если мы сегодня станем и снова начнем войну, вооруженное противостояние, какие у нас гарантии, что нас мир очередной раз не предаст? 22 год, 18 октября, за эти 30 лет, которые мы вели войну, единственная страна, это Украина, которая признала нашу территорию оккупированной. И когда она это сделала в 22 году, 18 октября, когда уже Россия совершила полномасштабную агрессию. А до этого времени была ли возможность у Украины, у Грузии, у Молдавии, которые сегодня страдают из-за имперских амбиций России, сделать то же самое? Конечно, было 2000 год. Я не говорю уже за 94 год, когда начиналась война, потому что мы были на равных позициях с Украиной, с Молдовой, с Россией и с другими союзными республиками. Чечено-Ингушская республика имела статус союзной республики. Но вычленили из всех республик, не признали нашу независимость и право нашего народа на самоопределение, с тем, чтобы потом вернуться к сегодняшней ситуации. Россия это сделала сознательно. Нужно было начинать с малой республики, чтобы на устрашение другим. То есть борьба и наше сопротивление затянулось настолько долго, 20-25 лет, что это дало отсрочку Украине, Грузии и другим республикам, которые хотели выйти из-под колониальной зависимости России. И сегодня вопрос точно так же стоит.
Мы-то можем, мы можем начать, мы можем, у нас очень серьезное подполье в республике, да, очень серьезное. У нас очень серьезные позиции внутри республики, потому что все, что сегодня происходит, это в истории чеченского народа не было такого унизительного состояния нашего общества и народа, который мы испытываем последние 25 лет. Народ к этому готов. Но мы сегодня должны заручиться поддержкой и Украины, и других республик, что нас очередной раз не предадут. И поэтому смена Кадыровых или марионеток путинских Чеченской Республики ровным счетом не играет никакой роли для нашей стратегической, для нашей стратегии. В тактическом отношении, да, может быть, что-то, какие-то ходы, какие-то появляются новые возможности для маневров, но они абсолютно минимальные. И даже возвращаться и попытаться использовать их, это значит себе навредить. То есть навредить нашему подполью, нашим людям, которые находятся в республике. Если мы говорим о том, что Путин много платит Кадырову, Путин много денег вкладывает в Чечню, значит, она ему важна. Или он ее боится. Не говорю именно Кадырова, ну, не знаю, каких-то процессов. Если исходить из этой точки зрения, что он ее боится, значит, что любая смена, любая какая-то неспокойствие в республике может вызвать у него какие-то ответные действия. Во-первых, если логика моя правильна, то как думаете, какие действия? А во-вторых, если говорить о, ну, вероятном перехождении руля в Чечне, по крайней мере, вот под эгидой Путина даже. Как думаете, есть тот человек, который может пойти против Федерации, против Путина и может действительно, может быть, не открыто, может быть, не прямо, не на 100%, но так положить основу для независимости республики? Вы имеете в виду в Чечне? Да, да, именно вот там в системе, можно Вот сказать, сейчас. у меня было интервью с вашими коллегами недавно. Мне задали вопрос. Чечня в 94 году. Вот когда мы были близки к нашей независимости, в 94 году или сегодня, в 25 году? Я могу сказать, что сегодня. Основа для независимости, она положена, она находится, и мы ее сохранили. Несмотря на все тяжести и все, что мы пережили, мы сохранили правовую основу нашего государства. Именно наше правительство и те, кто сегодня находится и за рубежом, и на территории Чеченской Республики. Наше правительство в таком в классическом понимании неправильно называть правительством изгнания, потому что наши министры находятся на территории республики. Наше серьезное подполье находится на территории республики. И поэтому мы сегодня и являемся основой независимости. А вот изменится ли ситуация сменой там фамилии или даже при сохранении фамилии, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, ничего не изменится, потому что Путин на все эти 25 лет, они выстроили эту систему, и на территории Чечни находится более 100 тысяч российских разных силовых структур. Нужно этот момент учитывать, что и то окружение Кадырова, которое они сегодня выкормили, вырастили, они всецело зависят от решения Путина. Могут быть изменения формата власти и структуры только в том случае, если или когда Россия прекратит войну в Украине. Теперь, почему он платит, почему она важна? Сама по себе территория Чечни, вы знаете, 16,5 тысяч квадратных километров. 16,5 тысяч квадратных километров. Никакой стратегической роли, значения Чечня не играет, потому что Чечня, она на самом деле граничит с Грузией, 80 километров граница с Грузией. Это не то, что как бы Лихтенштейн, который находится внутри Швейцарии, да? Это участок, от которого они могут свободно отказаться в любое время и не понесут никакие потери, и они даже это не заметят.
Но дело в том, что Чечня изначально нужна была, чтобы восстановить всю Российскую империю, включая Украину. Вот до тех пор, пока Путин или Россия будет проводить вот эту имперскую политику восстановления или возрождения Российской империи, сегодня Путин позиция такова, что он не может остановить, он сегодня востребован, он является собирателем земель великой державы. И вот этот статус он будет сохранять. Вот, но как только изменится, то есть как только Украина и Европа сегодня дадут понять Путину, что никаких пересмотров в силовом порядке границ не может быть, и что Украина это союзная, это стратегический союзник европейского континента, в этом случае, когда они будут вынуждены признать поражение в войне, вот тогда они и захотят и отомстить, и избавиться от Чечни. Но не до этого времени. Вы сказали, что даже если фамилия изменится или если фамилия не изменится, то есть может быть действительно, прошу прощения, вариант того, что сына Кадырова поставят управлять Чечней. То есть для этого нужно там поменять определенные законы, насколько я понимаю, для этого нужно сделать как-то так, чтобы его слушались все те, кто слушался до этого Кадырова старшего. Такое возможно? Дело в том, что слушаются не Кадырова, а слушают вот эту систему, структуру, которую выстроил Путин. Ну, это же они уже один раз сделали. Рамзану Кадырову было 22 года, когда Путин его позвал и сказал: береги себя, дорогой, ты нам будешь нужен. И через полгода убили отца Кадырова-старшего, который, кстати, уже стал противиться той политике, которую Путин вел, потому что они отошли от тех договоренностей. И это все переместили на Кадырова. Ну, сначала поставили там Абрамовича, нашли, как Абрамова нашли, как бы номинальная фигура, который являлся главой, а на самом деле всем рулил Кадыров и вот тот клан, та банда, которую Путин создал. Это не клан, это банда. Потому что это не представляет в Чечне нету никаких кланов, и их нету очень давно, лет 200-300 лет, их нету. Да, тейпы есть, они сохранились, но они не являются в классическом понимании какой-то клановой структуры в чеченском обществе. Потому что сегодня очень много из одного тейпа с Кадыровым люди, которые находились в противоположном лагере, да, или воевали и погибали, именно отражая российскую агрессию, и были убиты самими кадыровцами. Поэтому никакой сложности для Путина сымитировать, что они назначат кого-то номинально первым лицом, который не надо менять ни конституцию, ничего, а все будет сохраняться вот в этой же структуре, которую Путин там создал, независимо от имени. Еще один вопрос. Вы сказали не клан. Хорошо, есть такое понятие, как коллективная ответственность семьи. Я, во всяком случае, слышал такое. Это модель репрессий, которую именно приписывают системе Кадырова. Может ли она стать мягче, как думаете, после ухода? Нет, дело в том, что система сохранится. Эта система держится вот на этом. Именно на этом. Тут Я категорически против того, чтобы персонифицировали проблему. Это не персональная проблема Кадырова. Это проблема, которая сегодня в России вложила огромные ресурсы, огромные средства, понесла колоссальные потери в течение 20 лет. Она создавала эту структуру именно в том виде и в том качестве. Просто номинально все эти годы во главе этой структуры находился этот моральный урод Кадыров и вот его окружение. И поэтому русским очень удобно было в случае, когда что-то неудобно, списывать это на недостаток вот этих людей, этих персонажей. Помните, Путин, когда Доренко задал ему вопрос, какие пределы возможностей у этих людей, где красная линия проходит, что им не дозволено, он имел в виду кадыровцев. И Путин сказал: ребята, ну что вы хотите, этот человек, который бегал с оружием в руках в горах, он только-только спустился с гор, и поэтому мы должны быть снисходительны к нему и его выходкам. Вот это отношение Кадырова,
от отношений центра к Кадырову. Это же у Кадырова были, ой, вернее, у Путина же были люди, которых он мог поставить во главе республики. Люди с именами, с образованием, политики, российские политики. Возьмите Суланбека Хаджиева, Доку Завгаева, Руслана Хасбулатова. Они все были готовы служить Путину. Но Путин избрал именно вот этого человека и эту семью. Потому что это на самом деле они хорошо изучили, они умеют создавать такой портрет, психологический портрет. Они изучили психотип этого человека. Жадный до денег, властолюбивый, жестокий, абсолютно неразборчивый ни в каких-то морально-нравственных аспектах. И они именно его избрали. И это еще был удар по чеченцам. Это был вызов всему чеченскому народу. Есть такое поверье или поговорка, да? Каждый народ представляет, тот, кто представляет народ, народ заслуживает своих руководителей и своих представителей. Вот он и поставил вот этого морального урода во главе республики с одной стороны и унизил народ, наказал, отомстил за первое военное поражение чеченцев. Это была своего рода и месть, и в последующем выстроена вот эта система, которую сегодня мы обсуждаем. Напоследок, последний вопрос, но не могу не спросить. Перспективы. Вы сказали, что сейчас ближе, чем в 94 году к независимости. Но я уверен, что вы видите эту ситуацию детальнее. Я не спрошу, через сколько лет, и не спрошу, каким образом, но как думаете, какие перспективы у чеченской независимости Они Чечни? напрямую связаны, Алексей, с ситуацией в Украине. Просто напрямую. Когда я говорю, что мы сегодня ближе, потому что Россия находится на грани того, что она перестанет быть империей. Военное поражение России в Украине – это положит конец Российской империи. А отказ от имперской политики России – это и будет и наша независимость, и независимость тех республик и народов, окраин, которые этого пожелают. А мирные переговоры, к которым, судя по всему, все идет, которые могут закрепить не совсем справедливый мир, они что сделают? Алексей, я должен разочаровать вас и всех, кто ожидает. К большому сожалению, это тяжело говорить, но война не закончится так, как сегодня планируется. Война может закончиться только справедливым миром. Другого варианта и другого исхода этой войны нет, потому что изначально были обозначены две позиции. Независимость Украины и уничтожение украинского государства. Вот Путин и все его окружение, которые затеяли эту войну, они до сих пор не отказались от главной идеи. Первопричина, они же министр иностранных дел, пресс-секретарь, сам Путин, на всех уровнях они рассуждают на тему, пока не будут отстранена первопричина, мы не можем заключить. Первопричина – это суверенитет, независимость Украины. И поэтому тут не может быть третьего толкования. Или Россия должна проиграть, или Украина должна капитулировать. Вот только в этом случае закончится война. А сегодня, если бы не угроза России вот этому европейскому континенту, может быть, все, как и Чечню, предали бы и Украину. Но они очень четко понимают, что следующими будут они, если они сегодня позволят Путину победить в Украине. И поэтому наше будущее и будущее всех других народов, которые стремятся к свободе, напрямую зависит от ситуации в Украине. И поэтому мы всегда призываем, и мы все свои усилия прилагаем к тому, чтобы Украина победила в этой войне. И мы занимаемся там сегодня, не Чечней. Все, что происходит в Чечне, это абсолютно не касается будущего чеченского народа.
сегодняшние там вот эти буря в стакане и вот разговоры, кто будет, кого поставят, никакого отношения к будущему Чечни не имеет. Будущее Чеченской республики и чеченского народа решается в Украине. И поэтому мы все находимся там. Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в экзиле Ахмед Закаев, спасибо вам за разговор. Всего доброго, Алексей.